Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Я хотела сказать это вам, что пусть Аллах даст всем здоровья, долгой жизни, иншаллах. И это благо в этом мире и на мире, иншаллах. Насчет это наша религия и обычаи хотела как это, ну, дискуссия такая хотела с вами, как это провести. Это 21 век, такой век, что они, это религия ислама, как обычаи, они как они воспринимают. Да, как обычаи. Вот намаз читает, как это говорят, или не читает. Пост держит и приезжает в Россию и не держит. Здесь эта работа тяжелая, не можем держать, поедем домой, потом держим. Это не обычай. Религия ислам – это не часть нашей обычая или часть нашей традиции. Ислам – это истинная религия. Вот смотрите, кто из уммата пророка Мухаммада, без разницы, что мужчина, женщина, если говорит истину, это человек живет в исламе. Не то, что считать это религия ислам как обычай, да? Где-то что ему нравится или ей нравится, да? Мусульман или мусульманка. Что выгодно берет, что невыгодно не берет. Например, что выгодно намаз читать, ну что, Аллах не прощает мои грехи, да? Намаз читает, не пропускает. А что невыгодно, что уважение мужа, уважение папы, мама, не избивать ребенку, это они не берут. Да, мама. Насчет папы тоже избиение как ребенка. Тоже, что невыгодно им, не берут они. А что выгодно, они берут. А религия ислам не такое, это такая религия, что нам выгодно, что мы берем, что невыгодно, не берем. Либо мы должны жить в исламе, какая она есть религия, либо не издеваться над религией. Да? Как это один это русский принимает ислам, потом он говорит маму. Мама, почему ты не интересуешься исламом? А мама, знаете, что сказала? А я вижу, ваши мусульмане вот здесь у нас в России живут. А мне не нужно это твой ислам. А он в ответе, знаете, что сказал? Мама, ты не смотри на мусульман, а ты смотри в ислам. Мы не должны это смотреть на мусульман, как они живут, что это, где это, в каком стране мира не было. Если кто интересует ислам, допустим, вот это комментарии они пишут, это мы видим ваш ислам, издевается на женщине, так. Не надо как это, как сказать, клеветать, обвинить нашу религию, или издеваться на нашей религии, да? Берите и учите религию ислам, истину, да? Коран берите, читайте перевод, Коран что говорит о женщине. История ислам, берите историю, тоже читайте, как пророк Мухаммад относился к женщинам, и как сподвижники относились к женщинам. Как во время халифата было это, как это, правительство, как женщина была защищена. А как в нашем веке женщина не защищена, к сожалению. Как же есть пословица, это времена пророка, сподвижника, халифата с нашими временами отличаются между небом и землей. Вот за то, что я правду сказала, мне они как это, что они хотят сделать, я уповаю на Аллах. Аллах мне как это спасет, Аллах мне как это помогает, потому что я это уповаю на Аллаха живу. Это у меня как это, извините, будильник. Уповаю на Аллах, как это живу, иншаллах. Потому что в Коране есть аят, что если какой-то план у вас в жизни, сначала начинайте с этой, и потом уповайте на меня. Поистине Аллах любит уповающихся. Вот смотрите, у пророка Мухаммада есть хадис, он это говорит, даже аят есть, да. Это что сказал Аллах, что сказал пророк, берите, а что запретил, как это, избегайтесь от этой запретной вещи. Как я вижу запретные вещи и молчу. Если я знаю ислам, что должна я как это исправить, да? Я должна начинать со своей, как это, близкой, родней, семьей. Потом люди, они смотрят, о, ты сначала исправь своей семьи, потом нам расскажи.
А мои близкие, родные, если они ослушают это закон Аллаха, я уже не буду как это за ними отвечать это перед людьми или перед Аллахом, потому что я уже свое слово сказала, что так нельзя с женщинами относиться, прикупать ни одной женщины. Женщине, да? Я как это говорю и оставлю на Аллаха. Аллах потом как это сам знает, как это меня, как это быть. Я как на Аллаху